Ако – город древней истории. Предки абхазов были осколками тех великих очагов древней культуры Ближнего Востока, откуда потом европейцы брали ее, создавая свою цивилизацию, утверждал академик Мар. И только потом на этом месте расцвели древнеантичные города Диоскурия и Себастополис, средневековый Сан-Себастьян и Сухум-Кале. Само время, эпохи, века смешались здесь, создавая атмосферу неповторимого причерноморского города со смешением разных архитектурных стилей. Крепость – знаковое место для абхазов. На ее территории было найдено немало письменных источников древности. В 1896 году во время строительных работ на Сухумской набережной был найден камень с надписью, глубоко врезанный в стену. На поверхности камня прочитывалась надпись по латыни. Мы идем в Абхазский институт гуманитарных исследований для того, чтобы получить комментарии ученых по поводу плиты, найденной на территории Сухумской крепости. На территории Сухумской крепости был найден вот этот фрагмент камня. Как ученый, археолог, прокомментируйте нам, что здесь написано и как бы вы датировали. К сожалению, плита фрагментированная, но тем не менее, несмотря на это, все это читаемо. Состоит она из 3 строк, написана на латинском языке. Первая строка – это, значит, неполное имя Адриана, но оно читается Хадр почти. Перфла – это, значит, обозначает, что был проведен какой-то акт через Флавия Ариана. Акт императора Адриана, который проведен через Флавия Ариана. А вот что такое это лег? Лег это может обозначать его должность, легатус, легат, такая должность была в империи, или же легионис, то есть легион, которому принадлежал Флавий Ариан. А он мог принадлежать либо к легиону молниеносному, либо Аполлонову, которые они дислоцировались как раз в Восточном Причерноморье, в том числе и Абхазии. Это действительно уникальный случай, когда исторический факт подтверждает какой-то письменный источник. А по письменным источникам самого Флавия Ариана мы знаем, то есть даже у нас в истории написано Абхазии и в других историях, что в 137 году по заданию императора Адриана Флавий Ариан, видимо, чиновник, его там написано, совершал инспекционную поездку по всему Восточному Причерноморью, и в частности он попал в Севастополь. Он был в Трапезунде, Апсаре, Фазисе и вот в Севастополисе. И в некоторых местах он оставлял и надписи даже. Вот в данном случае он оставил надпись, свою визитную карточку. Из далекого Рима сюда, на окраину империи, Флавий Ариан приехал не просто так. Древний Рим контролировал свои метрополии и временами давал почувствовать, кто здесь реальный хозяин. И он приезжал, даже там очень подробно написано, с каким заданием, как тратятся деньги, там, потом как проводятся ремонтные работы, даже при нем они начали проводиться. Он, значит, посмотрел, в каком состоянии лазареты находятся, в каком состоянии вот этот вал перед крепостью. Присутствовал даже он на военных играх. Затем в VI веке, во время Ирано-Византийской войны, стены Себастополиса были разрушены, но позже восстановлены уже византийским императором Юстинианом Великим. В XI веке здание было полностью перестроено.
В 1454 году турки впервые высадились в районе Сухумской бухты. А в 1724 году на развалинах римской крепости было построено мощное укрепление под названием Сухум-Кале. Вот где примерно мог располагаться гарнизон? Гарнизон, тут два колодца было осадных, две мечети было, кстати. Развалины были, церкви видны древние. И рос огромный священный тысячелетний тис, который, к сожалению, был срублен в последнюю русско-турецкую войну и, наверное, был вывезен, конечно, в Османскую империю. Крепость имела четырехугольную форму с бастионами по углам, предназначенными для обстрела вдоль стены. Главные ворота находились на северо-востоке. Трехэтажный деревянный дом владетеля был пристроен к стене у моря. Там же стояли склады для провианта и пороховой погреб. Крепость была окружена с трех сторон большим рвом, заполненным водой. От реки Басла была вырыта турецкая канава шириной до 5 метров. Маленькие лодки-филюги с моря заходили в реку, а затем по турецкой канаве подплывали прямо к крепости. Этим способом передвижения долго пользовались жители крепости. Здесь, вплоть до середины 19 века, вот мы стоим, это часть Сухумской крепости, большая часть взята морем, конечно. Абхазские пастухи, это по описаниям я говорю, играли в мяч, то есть ставимся кячера, перед Сухумской крепостью. А в 80-е годы, 70-е годы можно было ее объехать на фаэтоне. Вот за такое время море подошло. Действительно, грозный бастион, защищавший город от неприятеля во все времена, не мог быть такой маленький, как сейчас. О том, что Сухумская крепость была значительно больших размеров, свидетельствует вот этот колодец. Ведь он находится совсем недалеко от береговой линии. Но древние строители никогда бы не построили колодец с питьевой водой так близко к морю. Скорее всего, вначале он был вырыт в самом центре бастиона. Историки утверждают, что Сухумская крепость простиралась до рыбацких сетей в море. Присутствие колодца здесь говорит о том, что Сухумская крепость была значительно больше того, что сейчас видит современный житель. Сухумская крепость имеет определенные размеры. А колодцев здесь 8 штук пока найдено. В Сухумской крепости, значит, в основном присутствуют слои ранней античности, поздней античности. Под асфальтом здесь очень много разных строений. Глубоко, метра за 3 здесь идут стены разные.